Властям Дагестана предстоит сделать непростой выбор. Город Дербент испытывает сильнейшую нехватку воды. Но если организовать ее доставку, то есть построить новый гидроузел, древний лес, как считают местные активисты, лишится грунтовых вод и попросту высохнет. Можно ли защитить уникальный заповедник, выясняла Патимат Гусейнова. В Самурском лесу произрастают редкие виды растений, от гигантских плющей и лиан до вековых дубов. Многие из них занесены в Красную книгу, но сейчас уникальной флоре и фауне угрожает опасность. И, как выяснилось, причин тому несколько. Жители села Самур уверены, виной всему новый гидроузел. Из-за сокращения грунтовых вод древний лес может лишиться живительной влаги, а значит, стройку надо остановить. Чего только не делали активисты, и трубы поджигали, и на технику бросались. Справиться с недовольными не удалось даже полицейским и ОМОНу. 2-3 раза пришли народ, сказали: Али, говорит, не надо у нас лес высохнет, у нас колодцы высохнут. Не делайте здесь работы, не производите, заберите вашу технику, за саму речку уходите в ту сторону. Вот уже год, как на стройплощадке тишина, буровые установки стоят. Прокладывать трубопровод дальше рабочие не решаются, тем самым заморозив республиканский проект. Ведь гидроузел должен был решить вопрос с дефицитом воды в городе Дербент. Но самурцев больше волнуют проблемы леса, нежели людей. В этом году было очень жаркое лето. И 3 месяца здесь ни капли дождя не было. А если будут откачивать воды подземные отсюда, то за 1 год высохнет Самурский лес. Однако с этим мнением не согласны дагестанские геологи. Они считают, что лес страдает из-за соседа, ведь 80% воды забирает Азербайджан. В Самурский лес должно, в среднем так, где-то 8 кубов в секунду сбрасываться. До него доходит, в общем-то, где-то 2-3 куба в секунду. Почему? Потому что в нижней части плотины происходит водоотбор на каналами, которые уходят на территорию Азербайджана. Пока самурцы и строители выясняют отношения, жители Дербента сидят без воды. Особенно тяжело тем, кто живет в так называемом Магале районе, где начиналась история древнего города. Находится он прямо под цитаделью Нарын-Кала. Идем, где у кого колоть, у них попросим воду по баклажкам, вот таскаем, собираем, запасуем воду. Вот через 3 дня, через 4 дня вот так 1 раз воду дают, набираем вот эти баки, запасуем. А так ежедневно, вовремя, чтобы такого воды мы не видим. Сейчас Дербент готовится к своему 2000-летию. Но как обезвоженный город будет принимать гостей, неясно. Зато понятно, что компромисс в этой ситуации местные власти искать не спешат. Видимо, дожидаются, пока от Самурского леса останутся лишь высохшие пеньки. Патимат Гусейнова, Рамазан Рашидов, Мурат Магомедов и Нариман Алибегов. 5 канал. Дагестан.